Один из самых богатых россиян, Алишер Усманов, обладатель 13,5 миллиардов долларов, хозяин компании «Мегафон», издательского дома «Коммерсант» и еще десятка активов, отправился в эмиграцию, пока только налоговую эмиграцию. Сегодня стало известно, что бизнесмен больше не является резидентом России, а это значит, что живет в стране меньше 6 месяцев в году. Причем Усманов далеко не первый фигурант списка Forbes, который решил уйти из-под надзора российских налоговых органов. Кто еще, выяснял Ренат Давлетгильдеев. То, что Алишер Усманов практически не бывает в России, как, впрочем, большинство миллиардеров из первой сотни, известно давно. Но теперь все подтвердили официально. Усманов по совместительству президент Международной федерации фехтования. Офис у нее находится в Лозанне. Это и стало официальной причиной налогового переезда в Швейцарию. Теоретически можно допустить, что просто у Усманова есть какие-то интересы за рубежом, которые не позволяют ему проводить большую часть времени в России. Другое дело, что он может показывать не все свои активы, например, потому что, безусловно, если он не резидент, на него не распространяются правила контролируемых иностранных компаний. Доходы от иностранных источников после получения такого статуса налогового нерезидента становятся недосягаемы для российских фискалов и, соответственно, уже не подлежат администрированию и, соответственно, налоги с них не подлежат уплате в бюджет Российской Федерации. Налоговое бегство миллиардеров – ответ на стремление российской власти все знать и контролировать. С 1 января прошлого года в России вступил в силу закон о контролируемых иностранных компаниях. Если у вас доля в зарубежном бизнесе больше 10%, то о таких активах необходимо сообщать налоговой службе. Если капитал в зарубежной компании больше 50%, а прибыль у нее выше 50 же миллионов рублей, то придется еще и платить дополнительный налог в российский бюджет. Но этот закон распространяется только на российских налоговых резидентов. Как результат, десяток миллиардеров поменяли налоговую прописку. Подобные действия, конечно же, сокращает их обязанности налоговые перед Российской Федерацией, и, соответственно, российский бюджет, безусловно, в этой связи, скорее всего, потеряет. Сегодня достоверно известно о 17 российских миллиардерах, которые не хотят отчитываться перед российской властью. Самое популярное направление бегства – Швейцария. Там налоги платит даже друг Путина по кооперативу «Озеро» Геннадий Тимченко и еще 3 фигуранта списка Forbes. В Великобритании предпочитают это делать, среди прочих, жена бывшего мэра Москвы Елена Батурина и беглый экс-владелец Банка Москвы Андрей Бородин. В Соединенных Штатах Америки Валентин Гапонцев и Андрей Рогачев. В Израиле, например, Вячеслав Мерилашвили, первый инвестор соцсети ВКонтакте. В Монако живет и платит налоги Дмитрий Рыболовлев. Совокупное состояние таких беглецов превышает 41,5 миллиард долларов. Это, например, больше, чем ВВП Грузии, Армении и Молдавии вместе взятых.